Температура, давление и пульс. Перед началом процедуры врач-терапевт осматривает пациента. Есть ли аллергия на какие-то препараты, имеются ли хронические заболевания, был ли ковид, если да, то когда. Здесь важно знать все, так как привиться можно лишь спустя полгода после болезни. Мусар Таршхоев осмотр прошел. Ковид подхватил еще во время первой волны. Болел тяжело и долго. Остерегаясь снова оказаться в ковидном госпитале, решил пройти вакцинацию. В первые дни после прививки могут появиться симптомы, как при гриппе, предупреждают врачи. Это температура, головная боль, слабость и заложенность носа. В амбулатории Гамурзиева есть все 4 вида вакцин, как однокомпонентный «Спутник Лайт», который используют для ревакцинации, так и двухкомпонентные «Ковивак», «Гамковид» и «Эпивак Корона». Первым компонентом вакцины в России привилось больше 87 миллионов человек, полностью около 83 миллионов. Это 57% коллективного иммунитета. Чтобы уменьшить опасность инфицирования, нужно привить больше 80% населения. В Гамурзиевской амбулатории есть прививочные пункты в сельском поселении Плиева, Сурхахов, Насеркорта и Экажево. Вакцинация проводится достаточно активно. Мы уже начали прививать и детское население. Это несовершеннолетние от 12 лет и до 17 включительно. В Назрановском районе открыты 5 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно как через сайт госуслуг, так и лично придя в амбулаторию. Процедура занимает не больше 15 минут. В Назрановском районе привито свыше 56 тысяч человек. 16 тысяч прошли ревакцинацию. Вакцинация на сегодняшний день – это единственный эффективный способ профилактики не только коронавирусной инфекции, но и любых других заболеваний, которые можно предупредить, инфекционных заболеваний, которые можно предупредить посредством проведения вакцинации. Антитела к вирусу вырабатываются уже через несколько дней после прививки. Тем не менее, врачи напоминают, вакцина против ковида не отменяет для привитого пациента необходимость носить маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Хава Гайзикова, Асхаб Белакиев. Новости 24.